Так. Ojen geç böreşe şiyoz, tunne da şijimeti urokmı, tunne şmiyoz aşalçiyo kilen veroses помещен верашком, veroses sertom perçom, no veroses tori выжемлеş aşpal, piçiltik şudon amaraşot, şudon nerge, todadı vayutom, синоним ёсты. Учки, пожалуйста, тани экранын, монтиледвали джуато тажи. Тиледлы шеттыны кулы синоним ёсты, куз ёсты. Шетты, пожалуйста, монтиледлы счётышко. Одик минут. Синоним ёст текстын? Вы видите? Тани, ага. Да, вот картинки, эти овальчики надо собрать. Синонимы. Пар ёсты, куз ёсты. Ужашком. Одиг минут. Ага. Бен коньяке синоним ёс шетти. Ваньзы шеттоно. Ваньзы. Котькин лен, котьку дизлен, Ваня слаз кузес, парес. Легко сказать, Ваньзы. И Ваньзы суэски римени. Все слова знакомые уже много раз. Ожи. Так, ну ой, доле учком саку. Артем, Джечбор. Вера, пожалуйста, нарушите пар кузес шеттит. Джечбор. Шузы и виштем. Шанер, да. Что запомнил Артем? Шужи и виштем. Ну, тоже хорошо. Первое, что, как говорят, когда изучают язык, в первую очередь запоминаются плохие слова. Вот шужи и виштем земно, да, это действительно пара. Решетти куз. Марк. Маешетти да ти. Ну, тыршичко, туртичко. Шанер, тыршичко, туртичко. У меня мынам гуртам, мынам дорам, верашко, турскишко. У нас вообще говорят турскишко. Бессермяне говорят тырчко, как-то так, то есть еще больше сокращают. Вот, у мой Алекс, Алекс Айвал, Людмила, маешетти да ти. Божепоте и Ирыкур. Шонер, да, это классическое, это вот прям запомните, это вот выражение два, которые оба отсылают к физиологии, да, вожепоте я злюсь, выделяю желчь, Ирыкур, у меня горечь в голове, я тоже злюсь, у меня злость в голове сидит, либо в селезенке, либо в поджелудочной, или селезенка, что там выделяет при злости желчь, поджелудочная, наверное. Вот, у мой Ксюша, тон маешеттит. Лель, лемлет. Шонер, лемлет со лымшорьос, трозге со живерашко, лёль со уйпальос. Людмила, тилят кыжишо типалан. Лёль яке лемлет. Лёль. Лёль. Кыживал со Катя лёль, да? Катя лель. Катя лель. Певица, можно запомнить. Катя розовая. У мой и шо ашмелен клиз одик выражением. Я в детстве думала, что у нее и правда так фамилия пишется. Я же в детстве удмуртский знала. Ну да, это интересно, да, танцыко. Ксюша, тон клит. Или тонадакали? Мон Алигин Оливера. Ну давай еще. Молем лет. Еще. Юрикур, но... Это валини. Кускишко, Эдьяшко. Маршуемсо. Что это означает? Начинаю. Да, а туршишко, туртышко?
Что это было? Да, Стараюсь. пробую. Да, стараюсь. Пытаюсь. Пытаюсь, тыршо, я попробую. Ну да. Угу. Мгм. Умой. Так, молталку. Терпумети. Угу. Ага. Так, ну И вот, вещтем. татын собере учкем дылос, потом можете себя перепроверить. Татын парьос уже шеттем имени. Так, ожен, ойдоле тунне урок мы борды выжом. Значит, тунне одгес тушгес, но ще паджим валтиш гожьяшки шес, колбурчезе с керамочком, со шальчи оки. Акулина Григорьевна Векшина, со нас лазним звал. Адишкодис шижемдон витяр улемын, но улонес шуныло ще кытал, шу самалки шуно совакытезнос ще кытвал. Это и период был сложный, да, было бы странно, если бы люди этого периода жили легко и счастливо, это было бы странно. Вот, айво и ви, солен агаес вал и кинтоде так рджанес анае гурзе эстем дырно. Вот эта известная очень песня, это автор Айво и Висолен, Сокол Бурес. Вот, Почему такая имя? Ну, она взяла... Айво и Ви, ну, он был Иван, а почему Айво взял, я не помню. Ну, вот сейчас есть ребята на Миро студия, дизайн-студия, сослан Пизы Вордскис и Солыним понизы Айво. И ему они поставили имя Айво. Вот, то есть это... шальчи, что это значит? Шальчи это какое-то растение, то есть она взяла по какому-то растению название, имя себе. Угу. Вот. Был я у нее на родине. Угу. Вот, и сонный рыщик приз дышацкой филологической факультета собере медицинская аспириз. Ожикино согожьяшки, мы сейчас дугду согожьяшкиз, и кыж витятиарын солен поте кылбур бичетез, сборник стихов ее выходит, и, конечно, сче удмурт интеллигенция вал, удмурт интеллигент ее сын, туж матышку сыпьёсы солен вал, и туж гесно, ну, от играде пуктанулось соя кузебай герден. Вот, соберется он поте, о чем поет ватячка, не мокл бурбичетес, и соберется кошке у Жанны Юкаменске уйпала, щинем ящилуса, то есть она работала окулистом. Щинем ящилуса. Да, щинем ящилуса. Вот ищен со кышно, быже, кышно бачтосе, кышно вайо, и со картенес чош берло выже улыны алнаше, вордскем пал йосаз, да, ближе к родине, скажем так, алнаше, и буде солонзе отыны нюлы, и потом всю жизнь она уже живет в Алнашах. Со туш троснюр ящке мын трахомен, и сойник солы счетамын ва заслуженный врач Удмуртской республики, ну не республики, а Удмуртской ССР сокоша. Вот со трахомен трос Нюрьяшкемын. И, конечно, щекыт палыс буде солоне злен, со Софин ужен, но удмурт кжешот интеллигенция улонен герджашкемын куаменети арьосы сое тюрмае пукто Софин уж помещен сое янгышеушкото, кузебай гердес музеник, и со гожьяшкемыш дугде кшкаменыс гожьяшкемыш дугде. То есть она из страха преследования, она перестает писать в 30-е годы. Собересу фронтешуре, то есть она ожмаш кнышеде, но со хирурглу саужа, и со туж со ебаштемзы, со понна со силы корон. То есть для нее было честь, что ее взяли на войну, что ей доверяют. То есть, ну, как бы, понятно, да, со вакатыша дямиослен логика ЗСЧ. Вот. И бен, и собере орче кыжети съезд, и кыжети съезд бере со ну, солен ноши гожьяшке меспоте, то есть соку кужо оттепель амара куцкиз, и со гожьяшкны куцке, и кудок верос йосыз пото солен, и со верос
соверосе, дигзе соверосез митуне тиледин чошескеро. То есть солен гожьяшкны дугдемезвейша шпал сокол бурьёз гожьявал. То есть до того, как она перестала писать, она писала стихи. Мон тодемия солен куамын колбуреспала, по-моему, не около 30 стихов, если я не ошибаюсь. А соберейни куаттунети ариесы совыжи кыльёс гожьяны куцкиз, ими Мнамабие вероселы джимывал. И мы даже Марк с вами читали, Мнамабие в свое время рассказ. Мнамабие бен. Вот. И тунне мисолеш миквор кшнолен гурбераз нимо веросе лыджом. Тараканиослен демократия. Да. Литература удусе ашальчиокиес КПССЛен кжетис ездезбере вылиш берктишкны косишиос коришиос вал. Одигес джеч молкыт кариш мыным чекте вылиш кылбургожьяны. Но шажит берге савела скрипач кжвить аркияс смычоксес кебашья сомой шуданы богатоза, конечно, уз солы вылиш дышецконо. Диалектика он законес чурит. Улоно гинт язык силы, а жлань мыне. Берегтышко. После 20-го съезда КПСС было много заставляющих и просящих Ашальчиоки вернуться в литературу. И она вот в своем письме Аркадию Клобукову, по-моему, мы его тоже читали, тоже про тараканов. Было, да. Вот. И в своих письмах Аркадию Клобукову она пишет: один доброжелатель мне снова предлагает писать стихи. Но не поздно ли? Если скрипач не берет 25 лет в руки смычок, сможет ли он играть хорошо? Конечно, нет. Ему заново надо учиться. Закон диалектики строг, или суров. Жизнь не стоит на месте, она идет вперед. Вот. Ну, учком, да, мон щамен кыл лащань солентуш чеберго жьямьосыс, то есть, мне кажется, с точки зрения языка очень даже симпатично. И мар мон поннат тунсыко, и что я вот еще лично хочу тоже отметить, был такой венгерский писатель, очень известный, он родом из Трансильвании, Шандор Канядим, он тоже тодышко лично, вот, и Укмыстонети Арьосы со Удмуртия вулис, и он приезжал в Удмуртию в 90-е годы. Ну и представьте, да, то есть это человек, который всю жизнь жил в Трансильвании, то есть он, будучи венгром, жил во времена Чаушеску, то есть тоже предавался гонениям по своей национальности, да, что он венгр, и, соответственно, ему как-то вот он приехал в Удмуртию, и ему очень вот судьба Ашальчиоки его так глубоко тронула, что он написал стихотворение на венгерском языке, оно опубликовано и на русском тоже, и они посещали музей, дом, усадьбу, где жила Ашальчиоки, где родилась Ашальчиоки, вот, и он мне тоже там при встрече рассказывал, насколько его потрясло, что вот, что человек, да, поэту, то есть он сам, будучи поэтом, он представлял, как это вообще, да, что ты перестаешь писать из-за страха, то есть что настолько страх велик, что ты отказываешься от того, что для тебя естественно в каком-то смысле. Вот, ну, ожен, ой, далеучком, миквор кышновен гурберас. Так, Алекс, куцка, пожалуйста, отчины. Окполджит. Оптимистичный рассказ. Не оптимистичный. Оптимистичный, говорю. Ну вот, моне более шофоно. оптимистичный, чем предыдущие. Меним келязна що туала література оптимістичної веросйости. Да. Вышел третий том Туала литература, теперь, да, Нылпиос из литературы. Да, що ми нам ваніні. Міотиш луджі мені майке. Мы нам но. Так, ну давай, Алекс, луджи, пожалуйста. Окполджит
Миквор кыштолын гурберас таба быджа интын тараканьос люкашкелям. Пайда люкашкиды они. Мы иксы виритаса вазис баджим таракан. Важиз, Видишь? з мягкое, ж произносится, дрожжи. Мгм. Вазис. Мгм. Дишес салан щет бурчинка чильчиля. Мгм. Мы икьосыз аршинку жаеш. Ойдо, дасук мыс кыш таракан одикзы кыксы узвожмани. Шуиз горд дыщо мои таракан. Учтеноки учтено собрание. Джека тишко называл. Котыр ученый дыртоно. Тараканёс сын соглашил изы. Мгм. Бергтондер. Мгм. Я бы это перевел как однажды вечером. Оже. Так. Как бы сзади печи у жены Миквора собрались тараканы. Вот что. А вот размер сковороды причем здесь к чему Да, относится? они собрались на месте размером со сковородку. Ага, вот оно в чем, да. То есть Печкой. тусовка была размером со сковородку. Большая. И гурбераз, да, это тоже сегодня вот с Людмилой уже обсуждали на первом уроке. Здесь, видите, после лог присоединил лично притяжательный суффикс, но мы могли сказать Да. гурезберын. То есть точно так же Точно синонимично можно присоединить лично притяжательный суффикс к существительному. То есть, сейчас, подождите. А как все-таки, как точно переводится название рассказа? За печкой жены Миквора. Да, то есть у Миквора там не присоединяется это лично притяжательный? Нет. К жене, да. Миквор Кышна – это как бы ее уже имя. Обычно еще давали по имени населенного пункта, откуда, как же их, Квашня Кышно или, сейчас я вот думаю, Воягурт Бабуш, Воягурт Кышно. Ну, да, это уже как ее имя, как у венгров тоже есть такое, что они суффикс добавляют, слово «жена» к мужскому имени, и все, и это их имя становится. И там не нужны другие уже отношения, скажем, грамматические. Гурезберын и гурберас. То есть либо тут, либо там мы как-то обозначаем притяжательный суффикс. Гурберас. Умой. Так, все уже собрались. Шевеля усами, обратился большой таракан. Его одежда так сверкала, как черный шелк. Ну, чиль-чиля, это даже тут нету слова шок. Словарь дал шелк, да. А бурчин, это что такое? Бурчин. Извините, я да. чиль-чиля что-то сосредоточилась. Это блестело, да. Да. Его усы были длиной в аршин. Да. И все на месте сковородки, не поверь. Аршин это явно уже больше. Ну давайте. 18-20 тараканов одного-двух не ждут уже. Сказал. Так. Там 19-20, не 18. 19, да. Да. Семеро одного не ждут. Сказал... Я не переведу это слово, что ли? Сказал таракан в красной одежде. Старый. Да, старый мою еще. Старый. Типа открывать так открывать или что-то в этом роде? Что уже надо начать собрание? Да, открывать так открывать. Без опозданий
типа надо торопиться на торопиться на добычу, на охоту. Ой, Джигатычко называл, типа, промедление не надо в таком ключе, то есть медлить не надо, да, надо спешить, как пропитание, да, кытыр, да, то есть что-то набить живот. Мгм. Тараканы с ним согласились. Шанер. Угу. М. Умой, сейчас, не могу, что ты по списку. Давайте, Ксюша Лыч, пожалуйста. Ксюша. Ага. Ушпу. Ушпум таче, шуиз баджим таракан. Кышкыт вапум вуиз. Таракан выжие садемиоз бытны турто. Тунне корка кужемылен пиес педя, школаиш бертизно, она изливера. Мипе комсомолец йос, но пионер йос, коркаш корка прасаветлом. Сапресулыш муртьосыспе крепотом. Тараканес урбоєс вижитем битом, мон піанай, дус порошок ваї, ашміленно урбо таракан ванна, мон пурти дуриш толон векчі таракан йоси заджі, шйоски аджізи вежите вуот сосин, мон табере мазаук щотні. Потеряла. Да, это я перескочила случайно. Угу. Мон табере мазаук щотні, сокулетем макеосли, чукажей котька чи дуст пыжнало. Угу. Ну, давай, Берктон, собери. Угу. Задача такая, сказал большой таракан. Настали страшные времена. Угу. Люди пытаются уничтожить род тараканов. Угу. Сегодня у нашего хозяина дома мальчик Петя вернулся из школы и сказал маме, своей маме, мы, мол, комсомольцы и пионеры, из дома в дом будем ходить и нечистоплотно живущих людей, мол, будем потом забыла. Ну, тут выводить в люди, можно сказать. Выгонять на улицу. Выгонять на улицу это в прямом значении, но смысл тот, что оглашать, то есть этих людей выводить На на чистую чистую воду. воду. Да. То есть о них будем... Обнародовать. Да. Угу. Тараканов, клопов, и, значит, А что значит сопресс? Сопресс улица. нечистоплотный. Неряшливый, нечистоплотный. Значит, тараканов, клопов уничтожим. Да, выжитем. Полностью уничтожим. Да, на корню. Можно так. На корню, да. Что все-таки такое вылетело? Сопресс улыч муртесыз. Сопресс улыч. Сопресс это хмурый. Неряшливо живущие, грязно живущие. Ку-ку. Грязно живущие, неряшливо живущие. Неряшливо живущих. Да. Угу. Я, мол... Иногда пропадаете, связь тут плохая из-за потепления. Угу. Я, говорит, мама, принес дуст. На чистую воду. Порошок дуст. Угу. Что такое дуст? Дуст это дуст. Дуст это дуст, да. Ясно. Сейчас уже, по-моему, дуст не используют, но... Или Людмила использует она. У меня вот уже сейчас не используют дуст, но в моем детстве прям вот дуст широко использовали. Запретили. Да, на капусту еще сыплют сейчас, около капусты, когда блошки там до чуда. Да. Или в туалет закидывали, чтобы там не было личинок. Запретили, Артем, говоришь, да? Да, ну там были исследования, что он очень вредный. Ну поэтому... да.
Ясно. Где-то запретили, но где-то продолжают. Ну, типично. Находят Находят. старые запасы. Мой. Дальше. Мгм. И у нас клопы, тараканы есть еще. Мгм. Я возле котелка вчера немного тараканов увидел. Векчи — это мелкие. Мелких Да. тараканов увидел. Если друзья увидят, стыдно станет от них. Да. Я теперь сейчас забыла тоже, как переводится мазаукщетный. Воля счетаны, маза счетаны. Да, точно. Я волю не дам. Да. Я им теперь волю не дам этим ненужным чему-то непонятному. Этим бесполезным, ненужным штукам, маке, существам. Да. Существом. Мгм. Завтра же везде дуст насыплю. Да, заметьте, да, обратите внимание, глагол пыжнаны, то есть от слова мука, сыпать у нас в удмуртском от слова мука происходит. Умой. А можно спросить? Да. Пурты, дурысь, это... Порты Я не это поняла. котлован, котел. Ну, видимо, здесь это надо знать реалии того времени. Видимо, Нет пурт, нет ножа это, да? не-не-не, пурт это нож, пурты это котел. Ну вот я только в бане застала пурты, вот то, что назвали, где греется вода, а у них, видимо, может быть, на печке стояло пурты какое-то. У ктодочку, у гвалашка. Алекс, ты над Юаной Двална? Я хотел Алекс уже читал. Я хотел попросить грамматический разбор вот этого «вожите вот сосын». Ага, понимаю, вожите вот. Смотрите, вожите вуны. Вожит это стыдный, да? Сейчас откроем. Так. С ними не соскучишься, но не соскучишься надо убрать. Вожите вуны. Тут, во-первых, будущее время, да, использовала. Вожите вот. Вот сосын, то есть с ними будешь. Да. Вожите. Это вам же еще есть? Вожите вуны. Есть вожите вот тыны. То есть привести в стыд. То есть здесь входить во что-то, буквально можно сказать, буквально прийти во стыд. А здесь вот тыны довести во стыд. Мным вожит, мне стыдно. Ну, как-то стыдно перед товарищами. Мне стыдно. Мным и управление будут то на жин вожит. Мне стыдно перед тобой. Ну, как в русском. И мным то на жин вожит, вожите вот сосын. Ну да, по их причине, как бы через вот этот падеж выражается, что из-за них. Или вот сейчас могут сказать сос сирен вожите вот. Может быть, это уже калька с русского языка. Изначально, может быть, действительно сос сын только могло. Из-за них придется краснеть, стыдиться. Я думала, это написано «состы», это значит не из-за тараканов, а перед друзьями. Он же про друзей там говорит. Нет, он имеет в виду, что перед друзьями с ними, с этими тараканами будет стыдно. Сосын это относится к тараканам? Да. Я решила, что Сын, таракан, сын, давайте вот. То есть эшьё сажин, вот иными словами можно было бы это сказать так. Эшьё сы ажин, таракан йос сырен,
или таракан ее сын. Ее сын, вожите, вот. Угу. Так. Угу. Марк, Куцкелыджина, Марк, начните, вот добьем эту страницу, потом я вам еще на следующей дам странички. Алло, ты. Марлис. Марк, вы на связи? Угу. Да, он... Бен. Связь урод, ну... Но Макарот. Лычишко? Бен, лыджа. Лыджома? Я читаю, да? Лыджома надо спросить. Лыджома? Мне Алло, читать? слышно меня? Слышно. Ага. Мар Луис Таркан Йос Пылын Таек Лыса. Остошу изы таракан кышноз. Дуне быре дыр ини. Чы коричком на туждес ик щин мачтиш был таракан кен пузо таракан. Ой, мечтич пузе, ой, карьян Мискинь пузе. Мар лоз ледлы. Ага, давайте Берктон соберем в Пузе, жом. да. Угу. Давайте здесь добьем, потом перейдем дальше. Ага. Угу. Здесь, да? Угу. Да. Значит, что же случилось среди тараканов после того, как услышали это? Угу. Слышно меня? Слышно. Значит, значит, стали сказать, значит, ой, что ж, да, Господи, сказали тараканихи. Конец света наступает, что ж нам делать? Вот дальше я, кстати, не понял, причем здесь щенмашкиз. Во-первых, Больше. Во-первых, давайте посмотрим глагол Корешком. коришканы. Куда деваться? Кытчы корешком, кытчы корешканы, куда деваться? Куда деваться? Да, кытчы корешкиз Юля, например, да, вот у нас давно Юли не было. Куда подевалась Юля? То есть Карен это делать, корешканы Кстати, сделаться. куда она действительно? Совен яратон. Сейчас ей каться будет. Совен пелис жондос. Да, пелис жондос. В ушах будет звенеть. Ага, пелис жондос, да. Когда вспоминает. Да. Куда нам деваться? Значит, да. А вот дальше... Да, больше всего что-то, щенмачкич, это же вообще-то щенмачкины, это влюбиться или понравиться, или симпатизировать. Тужгесик щенмачкиз выль таракан кен. Наверное. Что-то я сама удивлена, хотя я читала текст, и сейчас не могу понять, при чем татын щенмачкиз выль таракан кен. Вот я тоже это не понял. Может, это автозамена какая-то пошла? Угу. Таракан кен, это, да, дальше там пойдут натуралистические подробности беременности тараканов. А по-моему, щенмачкиз это есть еще значение как взволновалась, типа взволнована. Взволновала. Куда мы денемся? Взволновалась жена, невеста, новая невеста. Больше всего взволновалась. Это словарь такое значение выдает? Новая невеста уже... Не словарь, но моя голова такое значение выдает. Первый раз такое значение. Если в словаре такое же, да, волноваться. Надо же. Ну да. Да. Разволновалась невеста таракана, но которая уже с яйцами, уже беременна. Тут уже не невеста, Кен, это... Невестка, так, молодая невестка. Ой, бедные мои яйца, ой, бедные дети. Да. Ну, пузо таракан, это ведь она уже, у которой яйца. Да, с яйцами. Но Кен это уже невестка, она уже замужем. Это не... И уже беременная. Да.
Угу. Вот, дальше будут интересные соображения. Давайте вот еще поведение. абзац личина. Все применимо к людям 30-х годов. Ой, И мискин 60-х. узе, ой, карьяныл пьосы, марлос клидлы. Сыргын пукищ мои таракан, кышно палмы. Таракан кышно. Правильно, паузу ставьте. Таракан кышно, да, я даже обвел это, я просто, да. Таракан кышно пал. Мы кеныз етиз арте силищ бускелиз борды. Ну шо я? Дамен давар горньос пылын пузес шарич вера. Ми пузо дырямы калык пылы, но подтыны вождашкишком вал. Земли колоду небо ронгузей. Пиналныл йос, вылькен йос, вожитес иштзини. Это интересно. Берегтышко. Ну, я... Берегтышко? Бен. Берегтома. Делиберативную форму используйте. Алло. Делиберативную форму используйте. Берегтома. Ты мене кличко де, а только Марк завис. Мон Клычко. Он клычко. Значит, Марк завис. Ну, понятно. Так, ладно. Ксюша, ну давай тон берег-то, Тайзе. Тем более у тебя кошка прошла через стерилизацию. А можно чуть-чуть... Или Марк вернулся. Марк вернулся. Марк вернулся. Я да? вернулся, да. Я иногда выпадаю из-за связи. Угу. Тут летняя погода и связь плохая. Угу. Но я перевожу. Бен. Да, ну это вот, значит, да, волнующаяся беременная тараканиха, значит, ее прямая речь. Ой, бедные мои яйца, и ой, бедные дети, что будет с вами? Угу. А дальше, значит, сидящая в углу старая тараканиха, значит, пошевелила усами в сторону соседа, стоящего соседа и говорит: Угу. Сейчас Вань ты возьмалом. Возьмалом, Вань цемент возы. Марк показываю как раз, да. Так. Удмуртшая ученик Йосмы Беромса Кесво. Кдёкын. Так. Марк, ты выйде? Марк, вы с нами? Людмила, ну высь. Так. Ну, Марк? давайте. Вот все. Вот высь. Марк? Угу. Марк, мы вас слушаем. Колзичком ты ледас, Марк? А Марк нас не слышит, видимо. Его опять нет. Он есть, но... Ну ладно, Ксюша, давай до... Да. Я вас не вижу, но слышу. А мы вас Ну, видим. на каком этапе мы вылетели? Вот, смотрите, вы перевели, я корректирую. Во-первых, етыны – это задеть. То есть он не пошевелил. Да, вот это вот сидящая в углу старая тараканиха.
Палмыйык, значит, Усами не дотронулась до усами. стоящего соседа, да? Да, это вы перевели. Я корректирую сейчас вас, что она задела половиной усов, по одним усом рядом стоящего соседа. Етиз артес слыч бускелес борды. Задела рядом стоящего соседа и говорит. И у нас опять Марк вылетел, поэтому мы идем дальше. Артем? Или Ксюша переведет, а Артем потом следующее предложение. Ксюш, переведешь? Тамын давар горнёс полын. Значит, среди такого множества молодых людей о яйцах говорит. О своих. О своих яйцах говорит. Мы, когда были яйцами... Пузатые, да. Пузатые? Не-не-не, просто смешно. Пузо, как пузатые Да. звучит. Но нет, когда мы были с яйцами, то есть были, как правильно про таракан. Сами беременные. Да. Когда мы были сами беременные, в народ выходить-то стеснялись было. Да. И правда, миру приходит конец. Да, может Да. быть, действительно конец света наступает. Дуне Бырон, конец света. Это конец света наступает. Угу. Да. Значит, маленькие девочки, но невестками совсем потеряли стыд уже. Да, в Илькен еще можно молодушки, да, по-моему, такое еще есть выражение молодушка, то есть молодые невестки, недавно вышедшие замуж. Угу. А почему она их здесь стыдит, что это молодая сказала про яйца или что? Да, что она притараканно, не прилюдно, а притараканно сказала, ой, как же мои, то есть что теперь с моими яйцами будет? И при этом она еще и беременная, то есть, а вот эти говорят, мы бы в народ так даже не вышли, будучи беременными, еще типа в тараканный народ, да, она имела в виду? Вот здесь вопрос, скорее всего, здесь калык полы имеется в виду калык люди, что она ходит среди людей. Кажется, нет, я бы думал, что Ну, это... тут и так можно, тут как бы сложно сказать. То есть нет уже других отсылок, что тараканы себя народом называют. Калык. Ну ладно, это на усмотрение каждого. И можно посмотреть, перевод есть этого текста на русский. Умой. Артем, лычи, пожалуйста. Угу. Но я только не перевел. Вот, Ладно, поможем. Юрто. Ты аштеос виномат, шуис баджим таракан. Дисциплинады эвел. Олокытчи, но вуич коды, ну наже, куазен. Куажен. Куажен. Танит над нылпи осыд. Пал мы и кенез возьматиз со пуриш там бурдо таракан кишно шуры. Нылпи осыд толон пурты дурын бергало вал. Очи джук люк ущиса клемно сои липилям как раз соосыз педя аджиз. Ой, дебергтом. Вы так, прекрасное удмуртское слово виномат. Да, вы сами виноваты. Да. Сказал большой таракан. Угу. Дисциплина отсутствует. Да. Вуны о кытчиновыйшкот. Вот это можно тоже устойчивое выражение записать, наверное, это так часто говорят. О кытчиновыйшкот. Куда ты только не успеваешь. О кытчиновыйшкот. Куда ты только не успеваешь.
Ну, то есть все успеваешь в таком значении. Мгм. Угу. Ну да, то есть куда ты не успеваешь. Куда ты только не успеваешь, ну, куда, повсюду ходите в таком значении, то есть вы повсюду средь бела дня, ну, на же куажен средь бела дня. Ну да, понятно. Ну, то есть, да, то есть он их как бы говорит, что дисциплины нет, потому что как бы, то есть вы ходите повсюду средь бела дня. То есть, Да, на глаза попадаете. Тараканы же не должны так ходить средь бела дня. Угу. вот Тани забыл. Тани, вот, Вот ваши дети, твои. твои, вот твои дети, а, так, усатый, ну, смотри, Палмы и кеныс одним одним усом да, что-то там, показал. И дальше смотрим, на кого. Таракан кышно шоры показал на... на жену таракана, Да, на жену таракана. И какая она? Пурыштам бурдо. Бурд – это крыло. Пурыштам. Посидевшее крыло. То есть вот твои дети, сказал, показывая на тараканиху с посидевшим крылом. Мгм. Дети вчера, вот, Пурты дурым берголова крутились у котла, можно так перевести. Дур – это вообще край, то есть у края котла крутились берганы, ты прям крутиться. Угу. каша, Угу. Туда, ну, видимо, там, где они тусовались, туда ущеса клем, ущины – это падать, кылины оставаться. То есть там упала каша. Ну, видимо, из котла этого брали кашу, и там кучка каши упала. И сое липилям, здесь глагол липыны, вообще это делать крышу, от слова липет, да, или точнее липет слово от этого образовалось. Но здесь значение вот покрыли ее. То есть действительно липет это же покрытие, да, вот, то есть тут обложили эту кучку каши. Угу. Да, и вот как раз их Петя видел. Да, Петя. вот, Педя, да, имя-то какое, Педя еще. Угу. У мой, Людмила, вы че... Федя же, Федор. Да, наверное, Петя, да. Педя. Да, Федя, Федор. Угу. Вы, пожалуйста, Людмила. Пуристам бурду таракан, кышну бардыны куцкиз. Угу. Картея велно, мыныстым гинен ылпи мияджискоды. Нылпи ваймы садыккать. Атайон ылпиосыз аджемте амал карискоды. Коть мармедло настелос виномат. Милям дисциплина умой. Ми баджим таракан йос, уингине кыре потышком. Миле мызно кину гаджи. Мыным но кыл сётейни, шуис чут таракан. Солен бер подызлен, макес выжиез гене кылем. Ky корня талес, а зло союса куджиса, özdырын кылем. Соку палпыдыс кынмем, носись мыса усем. Кыл бастем бере сошуис. Хватит, наверное. Да, давайте, Берг. Угу. Так, с седым крылом таракан
тараканиха с седым крылом начала плакать. Мужа нет, только раз мужа нет, только моих детей видите. Все дети одинаковые. Это ее так, дети с отцом тоже, так, дети, у которых есть отец, что ли, это енелпиусы. Да. Их не видите. Да, как будто их не замечаете, то есть видите как будто их не замечаете, да. И на них сразу фокус. Так, вот Котьмар медло. Будь что будет, Котьмар медло. Правильно. Что будет? Котьмар, пусть будь что будет, но сами виноваты. У нас дисциплина хорошая. У нас дисциплина хорошая. Мы большие тараканы. Ночью только выходим. И поэтому нас никто не видит. Ой, мне на слово дайте. Сказал, чуть не знаю кто. Хромой. Чуть. Хромой таракан. Его задняя нога. Макес уже есть гинекоген. С корнем, что ли, это самое? Макес – это бедро. Выжи – это основание, еще можно перевести. То есть у него осталось только основание ноги, да? Да, бедра задней ноги. 2 года. Да. Арня. Так. 2 недели. Ой, 2 недели. Они 2 года не живут, мне кажется, тараканы. 2 недели. Талыш. Это типичная схема 2 недели назад. Талыш 2 недели назад он напился пьяным, что ли? Да. Напился пьяным и около двери уснул. Спал, оказывается, да. Да. Упал. Поэтому затем его нога замерзла и отпала. Да, шишмыса. Ну, гангрена случилась. Шишманы вообще-то сгнивать. Так, есть... после этих слов он сказал, так, она сказала, или он сказал. Это чуд таракан, это мужчина. То есть да, чуд таракан, он сказал. Да, дайте мне слово, сказал вот этот таракан хромой. Дальше идет описание, почему он стал хромым. Кыл баштем бере, то есть после взятия слова, то есть ему дали слово. И он сказал. Умой, Алекс. Дүнне бронес мой мон атайлеш клемвал ини. Атай ты живеравал. Гужемпе сакыр пыры шием берам. Слышко. Катыремлы таукарса. Катыш атыш. Пащук на эти баджим выжи лобачку пырис. Ну бен куараес. Чисто ошленкать. Бзз крыса лоба. Лобан куспас атае заджем. Тон кузьмык. Ваня шуэпе. Война шуэпе. Телят выжиды нильвить коркангины килимын та баджингуртын. Ваньмы сбыттымын. Тон мыны кузьмык. Жаль потышкот. Но так коркаш теледлы кочины куле. Гордай качины. Качины. Гордай кышнодоры. Сопев вашкала дыркать. Дырьякать. Дырья. Таракан выжес жаля быттыны. Жаля быттыны. Жаля. Таракан бриске ваньбур пудо уз йылы шуэпе.
Угу. Берег тишком. То есть тинсо чут таракан оливерашки. Сейчас говорит вот этот хромой пьющий таракан. Я не понимаю. То есть при конце света... Про конец света. Все. Про конец света мой отец уже рассказывал. Да, уже но говорил. если быть более точным, мы эту с вами грамматику смотрели, я слыхивал. I have heard. Я уже слышал, было о конце света от отца, да, клемвал. Угу. Отец говорил так. Летом, мол... Он, видимо, одну историю рассказывает. Это не многократно. Просто отец часто эту историю повторял, но она случилась один раз. Угу. Летом, мол, после... Так, после того, как наелись сахара... Съел крошку сахара. Он стоял. И сейчас смотри, вот из-за того, что есть пе, стою, мол, летом. То есть он как бы от своего, то есть пересказывает историю отца словами отца. Стою, мол. И опять, то есть он набил уже живот, я так понимаю? Благодаря за сытность. То есть, который мы толкарса, все понятно. что набил живот. То есть он благодарил небо за набитый живот? Да. И тут, откуда ни возьмись, да. через дыру, через открытое окно. Угу. Паща — это дырка, конечно, но пащу окно — это открытое окно. Подожди, я вижу окно есть ты. Через. Это пролатив. Через падеж. Через открытое окно. Угу. Так. Большой. Вот совсем не понимаю. Ну, влетел. Влетел, давай определимся, кто влетел, и потом это все, что перед ним, это все характеристики. Муха. Ну, наверное, влетел кут. Муха. Кут, да, муха. Муха влетела. Баджим выжило башкут, то есть из большепородых. Баджим выжи, то есть из породы больших. И очень странно, почему лобашкут. Я не знаю, чтобы были мухи не летающие. То есть лобаш — это летающие вообще. Для таракана. Сейчас мы их называем, вот у меня дома бызкут называем их. То есть большая муха, как по-русски, бомбовоз, да, называют. Или что-то там воз. Вот. Миссия анимашком бызкут, потому что она реально делает быз. Бз. Угу. Ну, голос у нее прямо как у быка. Да, чисто ошленкать, ага. Как бы летя со звуком бз. Да, летает со звуком бз. Угу. Так. Подожди. Лобанкус пас, да, ага. Тут я вам подскажу синонимичную, вот на прошлых занятиях чаще встречалась. Лобаньяс. Лобакус. Когда она летала, ее видел отец? Атаез аджем. Атаез аджем. Тут можно и так, и так. То есть я восприняла это, что пока она летала, она увидела моего отца.
она увидела отца. Либо тут, типа, его отец увидел, но тут лучше сказать, потому что тут же таракан рассказывает про своего отца, поэтому тут она увидела отца, так логичнее. Она увидела... Не мой отец, не его отец увидел муху, а муха увидела отца. Увидела его отца. Угу. Ты длинный ус все еще жив, что ли? Угу. Говорит вроде. Твоему роду 4-5 твой род остался только в 4-5 избах? Да. Угу. Все вымерли? В этой большой деревне, Табаджимгуртен, ага. Даже не просто вымерли, есть глагол «быттыны» и «бырыны», да, они разные. Быттыны – это уничтожать, ага, а бырыны – вымирать, умирать. А ваньмыс – это аккузатив, получается? Нет, они все. Ваньмыс – все, это все. Все уничтожены. Быттамын – это причастие. Все понятно. Все уничтожены. Ты мне длинный ус... Так, там было логично, мне тебя... Ну, так лучше перевести на русский язык так, да. Ты выглядишь жалким. Я... как? Тон мыным жаль, поточку. Ты мне жалким выглядишь. Выглядишь... Да, понятно. То есть мне тебя нельзя жалко. сказать, что просто мне тебя жалко. Да. Ну, я пытаюсь просто Алексею объяснить, почему так. Тон мыным жаль, поточку. Это типичное выражение, да. Так. Мне тебя жаль по-русски, а вот мочамен тон мыным жаль, поточку. Угу. Так. Вам из этой избы нужно перекочевать в сторону... К. Доры с личным именем это к. Доры слишком... к этой гордой ведьме, женщине. Угу. Она вроде как в давние... так же, как в давние времена. Угу. Таракан... Я не понимаю. Жаля быттыны. Да, у нас здесь был глагол быттыны. Жалеет уничтожить. Ага. Всё То понятно. есть ей... То есть ей, так же, как в старые времена, жалко уничтожить тараканов? Да, род тараканов ей жалко уничтожить, как и раньше. Если таракан вымрет, то скот не размножается и богатства не будет. Угу. Елыны, да, елыны со словом ел, вершина. Елыны, то есть увеличиваться, нарастать. Угу. Мой. Тяжелый кусок был. Да. Ксюша. Ожибире ваньмили кечоно содори кинкено шуизвек чиквараен. Толалтек важен кычик кечод. Важишкиз баджим таракан. Тани нам атай кужокушноленянну лонсум каяс прыса поттыны богатым те. Кужокушносум каяныз базаре потем. Ана атай кынмыса вещины ушиз.
век гинешокана. Чахоткадыр солен, важистоды шашкиш кишно. Кинтоде солен подъосыз купырмизы. Ожихе ревматизмдыр. Чондиске крылса тодозы али вишонзе. Кылзы ел пумяс тоды шашкиш таракан кишно. Таким образом, нужно переселяться к ней. Раз так даже, вот раз так, Раз так, нам нам всем нужно переселяться к ней. Кто-то сказал тонким голосом. Но в зимнюю погоду куда переселишься? Ответил большой таракан. Вот у меня папа зайдя в сумку, в которой носят хлеб, жена моего хозяина, который носит хлеб, жена хозяина. Сумку жены хозяина, не смог выбраться. Вот эта вот хозяйская жена, хозяйка. Можно хозяйка, да. Ага. Шаня, хозяйка. Хозяйка со своей сумкой ушла на базар. Папа от холода заболел. Заболел, замерзнув. Кынмыны, мерзнуть. Замерзнув, заболел. Замерзнув, заболел. Еле-еле дышит уже. Почему тут на, а не ни? Век гинешокана. Век гинешокани. То есть еле-еле еще дышит. Да, с трудом. Еле-еле еще дышит. Трудом. Почему просто на, а не ни? Ну ладно. Как стакан наполовину пуст или наполовину полон. Понятно. Еще пока дышит, понятно. Чехотка, наверное, у него сказала всезнающая жена. Кушно здесь можно и женщина перевести. Женщина. Да, Кто знает, у него ноги его стали недвижными. Отказали, да, наверное, можно так. Как вы в словаре нашли? Кто-то нашел купырманы? Сейчас скорчились. Я открою свою. Скорчились, согнулись. Да, скорчились, да, я тоже так перевела. Сейчас, дальше. Ой, у меня все пропало. Вот. Значит, скорчились. Если так, наверное, ревматизм. Сдохнет, если будут знать, когда спорят, будут знать тогда его болезнь. Кырлыны, что это? Споря. Нет, спарывая. Споров, вскрыв, узнают его болезнь. Закончила свое слово всезнающая тараканиха. Да. Он уже старый. Если сдохнет... Ты тоже, по-моему, не читала или читала? Не читала. Нет, не читала уже. Ты хорошо. переводишь уже то, что не читала. Надя, тон выйдлаща, Надя. Можно поспрашивать? Можно еще поспрашивать? Да, можно. Сейчас Надя тон выйдет. Да, Алекс. Там, где Аттай Кынмыса вещины учис, там он просто... Так, снимаю вопрос, там это понятно. Вот это вот кылзе илпумьяс тычкище дерканкушно, вот это вот что точно означает? Это она закончила речь или она начала речь? Елпумьяны — это заканчивать. Кылзе елпумьяс закончила свою речь. Закончила.
Словарь, потому что дает оба значения, ну, и начать, и закончить, и... Ел пумьяны? Нет, это только в значении заканчивать, потому что ел – это вершина, пум – это конец. Это никак не может быть началом чего-то. Мгм. Почему он так дает, не знаю. Умой, Надя, давай, значит, соперещине, вот, тинтатше. Ага, соперещине чондиске, но нянь тросиемни ини. Нож осьмиот кыже мозматышком. То шарыш, тон бадим таракан. Кычек и нещу тот. Важишки вилькен. Моншамен тунейк ваньмылы муржоле пуроно. Отын чидантем кижитевел. Милям выжит ростес отын уле. Давай поможазвать джисапотини. Ага. Нож майн отын кэтмес пиромы. Или это Не знаю. История об этом умалчивает. Шуиз бадим таракан. Картопка отын Бытонтем. Не заканчивается. Ага. Мисо ерьишко. Ожиен югит коркан улыны нокуно узлу ниама. Важичкис кинкино. Бадим таракан шуиз. Мурджолын ти компания дырья гине улоды. Компания быриске нож коркат тубоды. Таракан йос кыштыр муржоле кочезы. Кочезы. Мой. Так. Чондиски, но нянь троси емени. Вот этот старый, а этот, сейчас скажу, какой. Он уже старый, да, он уже старый. Чондис. Чондины сдохнуть. Так, а он сдох уже, потому что много хлеба ел? Нет, если и сдохнет, он уже достаточно хлеба съел. Он уже много хлеба съел. Угу. А мы как будем? Мозмытыны, это я все время забываю, это ждать, наверное, да? Мозмытышканы спасаться. Мозмыны – это скучать, а мозмытышканы спасаться. А мы как спасемся? Да, нужна, да, эта страничка сейчас. Кулебамбер. Угу. Так, а мы как спасемся? С рисом Вадим таракан кучек не счетет. Что ты по этому поводу, большой таракан, ну, в общем, какой совет дашь, наверное? Угу. Сказала, а как вы переводите тут вилькен? Это же этот, невестка, молодушка, сноха? невестка, сноха молодая, да. Да? Угу. Сказала сноха. Угу. Мончамент не гваньмылы мурджоле пурона. Мурджоле? Мурджол – это подвал, губеч. Да, губеть, да, мы говорим. Мончамент не гваньмылы мурджоле пурона. По поводу меня прямо сегодня ваньмылы мурджоле пурона. Нужно в подпол пойти, что? Да, по-моему, по мне так, сегодня же всем нам нужно надо пойти в погреб. Да, зайти в погреб. Так, нужно зайти в погреб. Ой, я потеряла где читала. Тани. Отын чидантем кежитавел. Там не холодно. Да, чидантем это невыносимо. Дышать? Там невыносимо да. холодно. То есть там не холодно, там терпимо. Вот. Ага. Невыносимого холода нет. Да. Милям выжи тросе зотын уле. А выжи? Род. У меня. А это не корень. Это мое любимое же. Корень, род. Это оно, да? Это оно и есть, да? То же самое? Угу. Милям выжи тросе зотын уле. Наши кореши там много. Ну да, из нашего рода там много кто живет. Видите, здесь тоже опущен суффикс притяжательности «мы». Угу. Кэтмес. А чем мы тогда кэтмес? Это имеется в виду живот свой, да? Да. Что мы будем кушать? Да. Чем мы свой желудок наполним? И тут он говорит, сказал большой таракан,
Картошку там, картопка, отын бы тонте. Картошка там не заканчивается. Да, нескончаемая. Мгм. Мы ее яичком, это, наверное, грызем. Да, грызем. Ага. Оджиен, йогит корканулыны, но куно узлуняма. Оджиен, тогда таким образом. А йогит, это было в прошлый раз это слово, я забыла. Давай. Это что-то... Светлый. Куда-то же я записывала. Какой? Светлый. Светлый? Угу. Так, йогит корканулыны, светлый дом. В общем, так. Неужели светлый дом никогда не получится построить? Нет, строить тут нету, жить. Никогда нельзя будет не уже жить в светлом доме, что ли? Ага, они в подполе. Угу. Кто-то сказал, кто-то высказался, возички И Большой таракан сказал, Мурджолы, ты компания Дарья Гинеулоды. Снова Мурджолы. Это этот же, господи, Губеть. В общем, вот пока есть эта компания, вы будете жить в подполе. Да, компания по уничтожению тараканов имеется в виду. Угу. Ага, и когда компания закончится, можете подняться снова в дом. Угу. И тараканы, кыштыр, это... Тихонько. И тараканы тихонечко в этот подпол спустили. Кычизы, это... Перекочевали. Кайчины, да, получается? Угу. Ага. Угу. Так, Ашмелено дикминутлеши чигес клизини дырмы. Я думаю, что мы на этом закончим, и чтобы не начинать уже новую сессию. Так, выджиса потим, значит, на следующем уроке кое-что я вам дам по лексике этого урока, как на сегодняшнем уроке было. Плюс пришлю вам текст на следующее занятие. Это будет, скорее всего, современный текст живого автора. И Арня Улысат или Один Помещком. И мы с вами тогда через неделю встретимся. Текст будет снова оптимистичный. Ура! Ладно, тау баджим, шутацки Арня Улыса Помещком. Тау. Тау. Пока. Пока-пока.